Рад вас видеться. Вы, наверное, пришли за новым роликом. А тут опять какое-то творческое недоразумение. И вообще весь мой контент, и я в том числе, одно большое творческое недоразумение. А контент создается примерно вот в таких вот условиях, где постоянно что-то ломается. Иногда я хочу сильно видеть вообще никого, и чтобы никто не подходил и не задавал мне никаких вопросов. Ну вот опять кто-то идет, опять меня втягивают в какую-то авантюру. Что вам надо? Я тут вроде как тоже чем-то очень важным занимаюсь. Вы думаете, что я с приветом? Вовсе нет, у меня целое здравствуйте. Ну, в общем, и так все понятно. А пока до свидания. Встретимся в реабилитационном центре. А теперь давайте посмотрим вообще, с чего начиналось наше путешествие. Начиналось оно стандартно. С дороги в аэропорт, ожидание перелета, перехода границы, где нельзя снимать. Ну а потом дорога до столицы, до которой ехать 2 часа. И потом уже была основная так называемая программа отдыха. Ну там ходьба по городу, употребление разных напитков, сидение в ресторанах, участие во всяких творческих интересных конкурсах с хорошей тамадой. Ну а когда все это надоело, мы взяли крутую 3-литровую тачку и начали кататься по достопримечательностям Абхазии. Знаете, там крепости всякие, ущелья, заброшки и так далее. И все это можно было в прошлых сериях посмотреть. А когда часть наших попутчиков по своим собственным причинам решили никуда не ездить, то мы с нашей дочкой отправились... Ну почему с дочкой? Всей семьей отправились в одно из интереснейших мест недалеко от города Сухум, а если точнее, то в село Верхняя Шера, где располагается заброшенное здание пансионата военизированной охраны Министерства путей сообщения СССР. Дорога к пансионату пролегает вдоль моря, причем берег здесь довольно высокий, но, к сожалению, с каждым годом его все сильнее и сильнее размывает водными потоками с гор. А в одной из статей есть информация, что ранее здесь вообще располагался жилой дом, который позже смыло в море. Но все же вернемся к пансионату. Что такое военизированная охрана Министерства путей, спросите вы? Да я сам не знаю. Наверное, какое-то советское общество, которое решило зачем-то охранять ЖД-пути, а потом и вовсе переименовало себя в ведомственную охрану железнодорожного транспорта РФ, а теперь они ходят и проверяют паспорт, телефон, личные вещи. Если ты, например, околачиваешься около ЖД-станции, вызываешь подозрение и снимаешь видео. Тут съемка видео запрещена. Но им же тоже хочется отдыхать, поэтому раньше их всех отправляли сюда. Однако много раз копипастена из интернетов информация практически под каждым постом гласит: к услугам отдыхающих был клуб с киноустановкой, библиотека, танцевальная площадка и небольшой парк. А само здание вмещало в себя 155 отдыхающих. Что характерно, в отличие от других находящихся поблизости санаториев, здание сохранилось очень даже неплохо. Если с собой целенаправленно притащить удлинитель длиной несколько тысяч метров и воткнуть в розетку, может туда же что-нибудь начнет работать и гудеть. Но гудеть, скорее всего, будет моя голова от этих бредовых идей, так что давайте вернемся в заброшенный пансионат. Другое название пансионата известно как Шицквара. Именно по этому названию можно найти довольно интересную информацию о том, что в 2006 году Абхазия передала здание пансионата в пользование РЖД. А РЖДшники, в свою очередь, в 2000-х годах за символическую сумму благополучно продали здание частному лицу. В общем, территория как бы частная, но никаких заборов, запретов и табличек нами замечено не было. Так что зайти, ощутить некую атмосферу совка и прогуляться по коридорам здания пока что получится. Рядом со зданием бывшего пансионата располагается станция, ну или правильно сказать, остановочный пункт. Шицквара — это железнодорожная платформа, расположенная на перегоне между станциями Ишера и Новый Афон. Однако поезда здесь уже давно не останавливаются. Также здесь протекает река Шицквара, от которой пошло название ЖД-платформы, ну или наоборот.
Напоследок, вдоль наевшись ежевики, которой усыпана практически вся территория пансионата, мы немного прогулялись по пляжу и посмотрели, что осталось от когда-то существующей здесь набережной. Хочу отметить, что пляжи здесь практически всегда пустые, возможно из-за того, что здесь почему-то всегда немного штормит и вода не очень прозрачная, а может просто потому, что довольно далеко от цивилизации. Ближайший город Сухум находится в 18 километрах отсюда. А тем временем близилось уже к обеду, и наш новый водитель нас поторапливал поехать куда-то в сторону востока. Ну, мы поехали. На обратном пути нас ждал тот самый подъемчик, который до этого оказался спуском. Но что сказать, для RX-300 этот подъем вообще практически не почувствовался, хотя когда в 2019 году мы ездили сюда на Марк 2, и тогда мы испугались не то чтобы спускаться с этой горы, но и заехать на нее. Хотя местные часто ездят здесь на моноприводе, и пока нам ни разу не приходилось видеть в начале подъема какого-нибудь грустного расстроенного абхаза. Следующим интересным, но этот раз уже не объект, а человек стал Сергей Сухумский. Я думаю, кто нас смотрит, видели наши встречи в 22-м, 23-м и 24-м годах. Поэтому я не буду растягивать хронометраж видео, а наоборот, скукожу, все сделаю, чтобы быстро все пролетело и даже никто не заметил, сколько там времени мы находились. Однако, кто хочет посмотреть полную версию, вот тут я оставлю подсказку, а в описании ролика будет ссылка на видео. Пора ехать дальше на восток, ведь именно тут начинаются скучные асфальтированные дороги, где почти нет машин, и скучные гравийные дороги, где машин вообще почти нет, зато есть автобусы. Куда мы направлялись, навигатор показывал нам два маршрута с примерно одинаковым временем прибытия. А я, конечно, выбрал маршрут поинтереснее, у нас же внедорожник. По пути мы проезжали ничем не приметное типичное сельское поселение Агубедия. Однако по второму слову можно предположить, что мы доехали наконец-то до Бедийского храма. Дорога довольно-таки веселая. Там было два маршрута. Либо через город Кварчал ехать, либо, в общем, сразу поворот на Бедия, где трасса на Гал. Ну, это в сторону границы с Грузией. Но дорога оказалась такой веселенькой, довольно-таки показывала примерно час дороги. В общем-то, этот час мы, собственно, и ехали. Но туда лучше, конечно, на пузатерках не суваться. Внедорожник вот самое то. А лучше, наверное, вообще поехать через Кварчал. Там чуть-чуть длиннее дорога будет, но зато вы доедете лучше, чем вот по этой трясучке. Бедийский собор был построен в 999 году во времена правления абхазского царя Баграта III на горном плато в селе Агубеди от Кварчалского района Абхазии. Это величественный средневековый православный храм, известный далеко за пределами Абхазии. А в 2019 году ему исполнилось 1020 лет со дня его основания. Бедийский храм по своему архитектурному очертанию относится к крестово-купольным типам храма, заимствованным в Византии. Его стены выстроены из тесаного серого камня, архитектурная планировка похожа на многие другие христианские памятники Абхазии того периода. Центральный зал отделен от боковых помещений стенами, которые украшены арками и колоннами. Изнутри стены храма были покрыты росписями, выполненными в разное время, но сейчас от них остались лишь фрагменты. А специально для фанатов фильма «Пятый элемент» в этом храме можно ощутить ту самую атмосферу египетского храма из фильма. А если добавить немного фантазии, то вообще можно услышать Азиз, свет!
преданию, место для возведения Бедийского храма Баграт III выбрал лично. Его выбор пал на возвышенность в окружении живописных гор. Обрывы плато, на котором возвели собор, стали естественным барьером и превратили в храм в почти неприступную крепость. Кроме храма, на этом возвышении находились и другие постройки церковного назначения. Подняться туда можно только с западной стороны. Сверху открывается великолепный вид на побережье Черного моря и вершины главного Кавказского хребта. Вроде бы уже говорил, что храм выстроен на высоком холме Бедийского плато. И с 3 сторон плато крутые обрывы. Внизу расстилается зеленое поле калахитской низменности. Впереди белыми шапками иногда можно увидеть, как встает могучий главный Кавказский хребет. В западной части храмового комплекса, это там, откуда все посетители обычно заходят, расположены руины большого каменного дворца с остатками сводов и колонн нижнего этажа. Здесь располагается трапезная и зал для собраний, а на 2-м этаже были жилые помещения бедийских епископов. С севера к дворцу примыкала колокольня, появившаяся здесь примерно в 8-9 веках. В среднем времени на посещение храма нужно около часа. Возможно, вам так же повезет, как и нам, и вы будете гулять по территории совершенно одни. А сам Бедийский храм — это одно из тех мест, которые мы давно хотели посетить. Он невероятно красивый. Видно, что здесь идут реставрационные какие-то работы внутри храма. Облагораживается территория, много всякого такого интересного. Камушки всякие лежат, здания всякие заброшенные, пустые внутри. Наверное, это был когда-то большой комплекс. И в древние времена он представлял очень большую важность. Ну а нам пора ехать дальше. Мы поедем сейчас в горы, в город Акармара, Жантуха, и еще всякие интересные локации покажем. Погнали с нами. А буквально на выезде, недалеко от храма, на пригорке располагаются инжировые сады, где по совету смотрителя Бедийского храма мы набрали себе несколько плодов для перекуса. Отправляемся в горы, а дорога проходит через один из самых интересных городов Абхазии – город-герой Ткварчал. Большинство экскурсий завозят туристов сюда, чтобы показать самый туристический вид на арочный ЖД мост. Однако мы заезжаем в Ткварчал в первую очередь за вкуснейшими и горячими лепешками местного производства, и только потом уже направляемся дальше.
шахтеров в поселке Джантуха очень впечатлил нас еще в прошлом году, поэтому мы не смогли проехать мимо и не поздороваться с человеком по имени Владимир, который и создал этот музей. А саму выставку музея можно оценить и так. Здесь много различного шахтерского инвентаря, различные предметы быта советского времени, также портрет вечно молодого Ильича, а также можно самим погрузиться в эту атмосферу и даже позвонить по дисковому телефону. Правда, на том конце нам почему-то никто не ответил. Возможно, там был перерыв или, может, учет. Главных целей посещения музея у нас было сделать пару подсъемок для музыкального клипа, который мы когда-нибудь все же сделаем, а попутно наполнить эти тихие спокойные дворики звуками фортепиано. А теперь мы направляемся еще выше в горы, наверное, на последнюю на сегодня самую высокую с асфальтированной дорогой до нее локацию. Вот еще одна локация на сегодняшний день, наверное, уже заключительная. Это у нас водопад Золотоносец. Мы не ездили специально на те остальные 3 водопада, а поехали сразу сюда, потому что на тех 3 водопадах мы были в том году, но вы помните это видео, где я шел с GoPro-шкой уставший, а потом нас еще на УАЗике закинули бесплатно. А теперь мы хотим приехать сюда, но уже не бесплатно. Вход все-таки в будки поборов стоит 300 рублей с человека, но я сторговался, стал 500. А еще музей Шахтер, который вы видели ранее фото, уже теперь стоит не 100 рублей, а 200. А вот там водопад. Водопад Золотоносец расположен высоко в горах на реке Халиквара за поселком Джантуха в 14 километрах от города Скворчал. Это не просто водопад, а целый каскад водопадов, которые лесенкой идут друг за другом. Ходят легенды, что у берегов горной реки можно найти золото. Отсюда и появилось название водопада. Но мы что-то вообще не нашли ни одного золотого слитка и пошли дальше. В конце 2010-х годов о существовании водопада практически никто не знал, кроме местных жителей и охотников, которые и нашли этот водопад. Начиная с конца лета 2019 года водопад оборудовали для посещения туристов, и появилась нормальная асфальтированная дорога. Водопадом недавно установили качели, на которых можно порелаксировать, наслаждаясь видами и звуками водопада, а также сделать крутые видео или фото, если, конечно, вам повезет, так же, как и нам, и вы приедете сюда ближе к закату.
Разумеется, на всех таких популярных площадках есть кафе с местной кухней, где можно отведать вкуснейшего кофе с потрясающими видами на сам водопад. А когда начинает смеркаться, атмосфера кафе и вовсе начинает напоминать сказку. Даже дорога до туалетов напоминает некую сказку. Или Нарнию. Ну или что там еще. Ну, в общем, идешь и страшно чуть-чуть. Еще одно место, где всегда останавливаются туристы, ну и мы, собственно, тоже, как оказалось, мы тоже туристы. Так вот это место, это так называемый мост влюбленных, а называется он так, потому что тут есть такие вот своеобразные сердечки с видом на горы, и, конечно, сам подвесной мост, который скрипит и раскачивается, когда по нему идешь, а под тобой при этом находится настоящая 100-метровая пропасть, и падать туда крайне нежелательно, как и везде в Абхазии. Но мы, конечно, по нему прошлись туда, обратно, и в этот момент я наконец-то понял. Я устал. Поехали обратно. Я говорил, что это кафешка последняя локация, она не последняя, последняя локация здесь. Ехать еще далеко. И все же, несмотря на насыщенность этого дня, водопад и подвесной мост оказались вовсе не последним местом, где мы сегодня остановились. Одной из визитных карточек поселка Кармар является домик на развилке на водопады Ирины Великан и Святой. Там же есть, кстати, еще и своя будка поборов со своим ценообразованием. И другой поворот на водопад Золотоносец, откуда, в общем-то, мы и приехали. Раньше, каких-то 30 лет назад, здесь не было таких джунглей, а кроме всего этого, весь ландшафт был наполнен канатными дорогами для транспортировки угля до узловой ЖД-станции Кармара. Вдобавок ко всему, отсюда открываются удивительные виды на закат среди гор, которые мы провожали аж целых несколько минут. И тут мне вообще не жалко хронометража этого ролика, все равно единицы наших зрителей досматривают наши ролики до конца. И, кстати, зря, потому что обычно в конце происходит всякая фигня, такая как, например, натянутый кабель между лесом и заброшенным домом. Кто его тут натянул, что там хотели подключить, там же половины дома уже нет, и даже телек не очень комфортно будет смотреть. Ну а я вам напоминаю, что это была 3-я серия, остальные можно посмотреть по ссылкам, подсказкам, а также будем рады любой поддержке, как подписке на канал, так и любой другой. Всем добра и до встречи в следующем ролике.